Асновы прафесіі, патрэбныя навыкі і веды, творчыя і асабістыя біяграфіі беларусаў. Адкрыта і шчыра госці распавядаюць пра сваю дзейнасць і яе ўплыў на лёс. Праграма «Прафесіі і лёсы» на Радыё Беларусь. Вітаю, шановныя слухачы. Ля мікрафона Арсеній Ермаловіч. Класічны філолог сёння сапраўды адзінкавая прафесія. Нешматлікія разумеюць, навошта патрэбная лацінская і старажытнагрэчаская, як кажуць, мёртвыя мовы. Яшчэ менш людзей гатовыя прысвяціць ім сваё жыццё. Аднак сёння з намі менавіта такі чалавек, той, хто па сутнасці стаіць ля вытокаў беларускай класічнай філалогіі. Наш госць раскажа, як і дзе можна вывучыцца на класічнага філолага, чаму класічная мова сёння як ніколі актуальная і чаму гэта важная і складаная прафесія. У нашай студыі дацэнт кафедры класічнай філалогіі Белдзяржуніверсітэта, кандыдат філалагічных навук Арына Кірыченка. Прафесіі і лёсы на Радыё Беларусь. Где классический филолог еще может найти себя в Беларуси, вот, кроме преподавательской деятельности? Наверное, как и любой филолог, в издательской сфере, безусловно, потому что издаются ведь книги на разную тематику, в том числе и на античную тематику. В журналистике, безусловно. И очень жалко, что в институте журналистики или на факультете журналистики не преподается ни латынь, тем более не древнегреческий. Поэтому я считаю, вот такие еще две сферы, это издательская и журналистика. А почему журналистика? Да, журналисты очень любят использовать латинские крылатые выражения, мифологические исторические образы, касающиеся античности, и иногда делают ошибки. Грубые ошибки, которые происходят именно от незнания истории, мифологии или банально от незнания языка. Даже в плане произнесения иногда можно услышать неправильно, в плане написания выражения можно увидеть ошибки. Были такие случаи, мы вот наблюдали в газетах, в журналах, просто ошибки в использовании латинских выражений. Поэтому я считаю, что в журналистике тоже вы себя нашли. То есть не мешало бы журналисту, так скажем, знать классические языки. Может быть так, не столько филологу классику, сколько знать классические языки будущему журналисту стоило бы. Специальность по классической филологии в Беларуси можно получить только в БГУ? Да, Белорусский государственный университет на сегодняшний день это единственное учебное заведение, которое готовит филологов-классиков. Причем набор на эту специальность осуществляется раз в 4 года всего лишь. То есть у нас постоянно на филологическом факультете БГУ учится только один набор филологов-классиков. Поэтому да, мы единственные, кто выпускает филологов-классиков в Беларуси на данный момент. И вот вы уже тоже работаете по программе, да, 4 года? Мы работаем еще, наш нынешний набор, студенты которого сейчас заканчивают 3-й курс, последние, кто учится по 5-летней программе. Угу. Набор, который будет производиться в следующем 2021 году, вот там будет уже 4-летний набор. Да. Нынешние студенты еще студенты 5-летнего обучения. Хотя студентов мало, но можно сказать, что все внимание все-таки будет сосредоточено на них, если... Да, да. У нас большой отсев получается, там при наборе 15 человек, обычно заканчивают там 10-9. Поступили вот к нам 15 человек на первый курс, в итоге сейчас на 3-м курсе 9 человек только учатся, вот, потому что специальность, конечно, тяжелая. Это вторая специальность, вернее, первая специальность, вторая специальность у наших студентов английская филология. То есть для них это дополнительный, конечно, труд. Ну и вообще труд изучения классической филологии огромен на самом деле. Это требует усидчивости, знаний больших, внимания, хорошей памяти, способностей, как при изучении какой другой филологии. Это вот особенно при изучении классической филологии требует. Поэтому да, вот такая ситуация получается с выпуском цифрами. А как вы считаете такой подход, когда минимальный набор студентов, но именно те люди, которые занимаются целенаправленно этим делом и уделяется им такое внимание, в принципе, это продуманный подход именно в плане качества образования? И да, и нет. Дело в том, что изначально студенты, поступая на классическую филологию, наверное, 80, а то и 90% их не представляют, куда они идут. У нас получается на филфаке общий конкурс английская филология и классическая филология. То есть студент потом сам выбирает, если он проходит по баллам, он сам выбирает, куда идти. И, к сожалению, поскольку дети, студенты, абитуриенты не знают, что такое классическая филология, они боятся выбирать ее, и получается, что не все самые сильные студенты, самые лучшие студенты
студенты выбирают классическую филологию. А потом оказывается, что те, кто пошел чисто на английскую филологию, изучив латинский язык, хотели бы, возможно, продолжать его изучать дальше. Поэтому вот такой изначальный небольшой набор на классическую филологию, с одной стороны, может быть неоправдан все-таки. Хотелось бы отбирать студентов сознательно, ведь когда студент поступает на английскую, немецкую, русскую филологию, он делает более сознательный выбор. Он знает, куда он идет. Когда студент идет на классическую филологию, говорю, хорошо, когда один или два человека в группе представляют, что такое классическая филология, с чем им придется столкнуться. Поэтому, может быть, со временем хотелось бы как-то поменять модель набора, то ли, на нашу специальность, чтобы мы могли отбирать студентов, может быть, после первого курса или после первого семестра первого курса, когда они познакомятся с латынью в каком-то объеме и смогут понять, нравится им это или не нравится. Вот хорошо было бы так в идеале, но имеем вот такую модель. То есть студенты с первого курса поступают сразу на специальность классической филологии. А вот исходя из вашего опыта, многие потом остаются в этой сфере или многие уходят в другие? Уходят, конечно, остаются далеко не все, уходят из разных выпусков по-разному было, но, наверное, половина все-таки остается в классической филологии, либо просто в филологии. Например, как моя однокурсница Жанна Вацлавовна Некрашевич-Короткая, она также получила специальность и филология, и классическая филология, а докторская диссертация у нее связана с историей белорусской литературы. То есть она занимается филологией, в том числе и классической, но в рамках уже вот своих интересов по истории белорусской литературы, где, безусловно, есть пласт латиноязычной литературы Беларуси. То есть по-разному складываются судьбы выпускников, но половина, наверное, остается в профессии. Но вы знаете, это, наверное, сейчас проблема любого филолога. Далеко не всегда и не все филологи, выпускники филологического факультета остаются в филологии. Можно в любой сфере сейчас встретить наших выпускников. Любой. В туризме, например, в туристической сфере, да, очень много. Кстати, вот туризм может быть еще одна сфера, где может работать наш выпускник, и где работают, кстати, наши выпускники, в частности, в туристических агентствах, которые организовывают отдых и туристические паломнические поездки в Грецию. Вот где еще может себя проявить выпускник. Вот, помнила еще про одну отрасль. Интересно. Какие дисциплины стоит изучать совместно с классическими языками, чтобы стать хорошим профессиональным филологом? Именно дисциплины, не связанные с филологией, не филологические. В первую очередь, конечно, исторические дисциплины. Безусловно, история Древней Греции, Древнего Рима, если мы говорим о классической филологии. Без знания истории очень тяжело, конечно, понимать языки и изучать их. Такой предмет, как греко-римские древности, то есть изучение быта, государственного устройства, это может быть как часть истории Древней Греции, Древнего Рима. Конечно, это литература, безусловно, греческая и римская литература. И, наверное, общефилологические дисциплины должны, общее языкознание, например, же старославянский язык или церковнославянский язык, который генетически, можно сказать, связан с древнегреческим языком. То есть вот такие дисциплины тоже, безусловно, надо изучать параллельно с языками. Плюс современные новые языки, да, европейские языки, тот же новогреческий, романские языки, немецкий язык, поскольку на немецком языке очень много трудов, посвященных классической филологии, польский язык, потому что тоже литература на польском языке есть, связанная с классической филологией. Какие бы вы выделили плюсы и минусы работы преподавателя классических языков? Начнем с плюсов. Это, конечно, никуда не деться от этого, это ощущение некой элитарности, да, избранности, потому что не так много филологов-классиков, не так много тех, кто преподает классические языки. И, в общем-то, как минимум в Минске мы практически все друг друга знаем. Те, кто преподает в разных вузах, преподают классические языки. Это либо наши выпускники, либо там преподаватели наши тоже, тех, кто преподавал на классической филологии. Что касается из минусов, иногда очень трудно мотивировать студента изучать латинский язык, потому что латинский больше преподается, чем древнегреческий, я буду говорить о нем. Обычно аргументация такая: зачем он нужен, если мне в жизни он не пригодится? Приходится убеждать, то есть прикладывать больше усилий для убеждения студента, зачем нужен латинский язык, какое значение он имеет для современного
современного образованного человека. Ну и второй минус, наверное, это минус общий, преподавательский, учительский. К сожалению, не всегда, может быть, заработная плата отражает нашу элитарную специальность и наши знания, те знания, которые были вложены в нас, на самом деле очень большие. Например, у меня там 2 специальности в дипломе записаны. Русский язык, литература и классическая филология. Поэтому, вот на мой взгляд, такие плюсы и минусы. Если немножко вернуться к тому вопросу о поступлении студентов, можете рассказать, как вы попали на классические языки, какая была мотивация заняться именно латынью и древнегреческим? Да, я понимаю. Я в 1989 году поступила на филологический факультет Белорусского государственного университета на специальность русский язык и литература. Я еще со школьных лет очень любила предметы русский язык и литература, мечтала стать преподавателем русского языка и литературы, шла к этому целенаправленно, участвовала в олимпиадах, занималась на подготовительных курсах. И на первом курсе я поступила, моя мечта сбылась, я поступила на первый курс, и вот на первом курсе нам стали читать курс латинского языка. И мне очень повезло, я попала в группу, где латинский язык вела Галина Ивановна Шевченко. Она потом стала первым заведующим кафедры классической филологии, в общем-то основала школу классической филологии у нас. И сама по себе она очень эрудированная, образованный, интересный человек, который может заинтересовать, мотивировать, мне кажется, любого, даже самого-самого немотивированного студента. И вот когда мы учились, мне очень нравился латинский язык как предмет, как преподавала Галина Ивановна, потому что это было всегда захватывающе и увлекательно. И получилось так, что в 1990 году, происходят политические изменения, позже распадается Советский Союз, и складывается ситуация, когда в Беларуси не остается школы, а вернее ее никогда и не было, школы подготовки преподавателей классических языков. К нам приезжали преподавать и выпускники Московского государственного университета, Ленинградского тогда государственного университета, выпускники из Львовского государственного университета, то есть в Беларуси не выпускали. И вот когда распадается Советский Союз, встает острый вопрос кадров. Где взять нам своих преподавателей? И вот в 1990 году стараниями той же Галины Ивановны Шевченко на филфаке организовывается группа специализации, то есть со специализацией по классическим языкам. То есть на базе русского отделения, русской филологии, где я училась, из желающих продолжать изучать латынь и получить вторую специальность, создают группу тех, кто потом хочет получить вторую специальность, преподавателя классических языков. Я, воодушевленная и Галиной Ивановной, и латинским языком, с радостью, конечно, пошла учиться в эту группу. Я оказалась в нужное время, в нужном месте, можно так сказать. Мне повезло. И я стала изучать древнегреческий язык со второго курса уже и другие дисциплины, связанные с классической филологией. И на выходе в 1994 году я получила диплом преподавателя русского языка и литературы и преподавателя классических языков латинского и древнегреческого. И как раз нужны были преподаватели в это время уже в независимой Беларуси, в Белорусском государственном университете. И меня взяли, с моей однокурсницей, выпускницей, меня взяли на работу сразу после окончания университета в Белорусский государственный университет. И я с тех пор, с 1994 года и до сих пор преподаю латинский язык, древнегреческий язык в Белорусском государственном университете. Вот так сложилась моя судьба. В плане именно правильного времени и правильного места, 90, конечно, очень увлекательно. Да, на самом деле так и было, да, ведь повезло именно в том плане, что я оканчивала тот первый курс, из которого набирали группу по классической филологии, да, что вот я поступила именно тогда, оказалось именно у того преподавателя, который смог меня заинтересовать, потому что, возможно, окажись у другого преподавателя, мне не было так это интересно. В общем, действительно, тут я просто оказалась в нужное время, в нужном месте. Это про то, как сказано в древней пословице: желающего судьба ведет, не желающего тащит. Да, это вот про мою судьбу в профессии. Я очень хотела преподавателем, но я мечтала быть преподавателем русского языка и литературы, причем я мечтала так: если бы подавать только русский язык, мне больше нравился, чем там русская литература, например. И вот судьба мне сделала подарок, я преподаю языки именно, латинский, древнегреческие языки, не литературу, да, вот языки, то, что мне больше по душе. Лично вы чем бы хотели дополнить свои филологические знания? Да, я поняла вопрос. Да. К сожалению, поскольку у меня была специализация по классической филологии, по классическим языкам, я не получила полноценную специальность классической филологии, а только как специализацию вдобавок к русскому
языку и литературе. Некоторые дисциплины читались нам либо с недостаточным количеством часов, касающихся классической филологии, либо читались вообще. Мне очень не хватает исторических знаний, истории Древней Греции и Древнего Рима. Это то, что постоянно на протяжении всего времени я изучаю самостоятельно, безусловно, то, что касается моего предмета. Также, наверное, не хватает, хотелось бы знать больше современных европейских языков, особенно тех языков, в основе которых, так сказать, лежат наши классические языки. Это современный новогреческий язык и современные романские языки, итальянский, испанский, французский. Потому что, безусловно, в практике это очень важно, очень интересно, когда преподаватель приводит данные из разных языков, может сравнить разные языки. Это и студентам очень нравится. Ну и это, конечно, важно для понимания общей такой языковой картины мира. Поэтому вот лично мне не хватает вот этих знаний. Есть ли у вас личный герой в профессии, такой человек-эталон? Да, конечно, я думаю, что, наверное, у каждого, кому нравится его профессия, кто работает по призванию, имеет такого человека, на которого ты равняешься. Это вот уже упомянутая мною Галина Ивановна Шевченко, мой первый преподаватель латинского языка, затем основатель кафедры классической филологии, первый заведующий кафедрой классической филологии в БГУ. Позже она стала моим научным руководителем, я под ее руководством защитила диссертацию. Вот то, как она умеет преподавать латинский язык, наверное, умеют единицы, я считаю, наверное, даже в мире. Поскольку по образованию Галина Ивановна историк, она закончила исторический факультет и интересовалась именно античной историей, но диссертацию защитила как филолог, она кандидат филологических наук. И вот это вот кругозор ее, это связанный с историческими знаниями, с филологическими знаниями, он просто не объять. И она умеет это все преподать, умеет рассказать, умеет интересовать, преподать так, что ты просто сидишь, открыв рот, и слушаешь ее в восхищении. То есть она такой признанный авторитет, признанный многими. Я думаю, что если вы будете опрашивать, если бы гипотетически вы опрашивали филологов-классиков, выпускников вот последних лет, последних десятилетий БГУ, то все как один назовут Галину Ивановну Шевченко, потому что ее образ это оставляет неизгладимое впечатление в душе любого студента, кто хоть раз слышал и видел Галину Ивановну. Ну, такой вот она человек-эталон. Если нужно, могу сказать, что и другие, конечно, есть. Мои другие преподаватели тоже являются для меня образцом. Преподаватели, потом они стали коллегами. Древнегреческий у меня преподавала Антонина Васильевна Гарник. Она сейчас профессор кафедры классической филологии. Тоже хочется сказать ей огромное спасибо за профессионализм. До сих пор она вот его проявляет на занятиях со студентами, классиками и студентами-филологами других специальностей. Безусловно, хочется вспомнить еще и Андриновича Цисика. Он долгие годы возглавлял кафедру латинского языка Минского медицинского института, но сейчас университета, Белорусского государственного медицинского университета. Тоже человек энциклопедических знаний, умеющий заинтересовать своим предметом, автор многочисленных учебных пособий по латинскому языку. Также, наверное, есть и фигуры, на которые следует равняться такого мирового масштаба, скажем, например, Михаил Леонович Гаспаров, филолог-классик российский, переводчик многих авторов античных, но он уже, к сожалению, умер, да, а вот из ныне живущих это Александр Васильевич Подолян,